Я продолжаю писать карту дня на 11 марта. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Знаки от весов до рыбок. На колоде пасьянс смотрим. Если вы зашли на видео, вам нужно первые 6 знаков, тогда вам нужна первая часть. Под этим видео внизу есть ссылочка. А я смотрю дальше. Весы, 11 марта. 11 марта, события дня, весы. Понедельник. Покажите мне, что будет у весов в понедельник. Обман. Смотрите, первое событие, маска. Показывает, что кто-то будет одевать маски и врать вам. Надежда. На что-то надеетесь. Приглашение, может быть, дерево. Свидание, приглашение на свидание или на какую-то приятную встречу. Еще может быть так. Дорогу нельзя. Ну и проверяем, конечно, горизонталь и вертикаль. Смотрим. Горизонтали нет. Смотрите, по вертикали есть неприятность, расческа. Ну, может быть, смотрите, возможно, это неприятность, это обман. Это будет вот одно событие. Угу. И здесь нет. Получается, у вас может быть неприятность в понедельник. Вас могут обмануть. Вы возлагаете какие-то надежды. Может быть приглашение и может быть приятная встреча, свидание. В принципе, есть хорошие события, но есть и предупреждения. Вот постарайтесь избежать какого-то обмана. Не верьте, потому что люди будут в масках, они будут вас обманывать, прикидываться хорошими и такими не являться. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Скорпиончики, 11 марта, понедельник, события дня. Глубокая печаль. Решение вопроса. Ножницы. Не хотят ничего показывать. Тайна. Секрет, говорят. Не расскажем. Скорпионы сами все знают, да? Конверт нельзя. Тайная встреча. Ну вот если у вас планируется какая-то тайная встреча, то, скорее всего, ваша тайна будет открыта. Или если в тайне от вас кто-то где-то планирует встретиться с кем-то, то опять же замок показывает, что вы это быстро рассекретите, эту информацию. Угу. И здесь нет. Получается, разочарование может быть. Как вариант, может быть, от открытия этой тайны. В общем, будет разочарование, печаль, открытие тайны, тайная встреча и решение какого-то вопроса. Так что вот из плюсов только решение вопроса.
Ну, с другой стороны, и какие бы тайны ни открывались, в любом случае это всегда лучше. Лучше всегда знать правду, чем, да, вот ходить в иллюзиях. Пусть даже если это правда и не очень приятно. Благодарю за внимание, Скорпионы. Перехожу к Стрельцам. Стрельцы, смотрим. Ой, хотели убежать, не убежали. 11 марта, Стрельцы. Понедельник, события дня. Угу. Я уже поняла. Смотрим. Я думаю, что у вас может быть поездка в этот день. Ну, или он точно будет какой-то такой очень суматошный. Сразу же застолье выпадает. Бокал. Исполнение желания, цветок. Время. Вот по времени будет какая-то проблемка. Вы можете спешить, торопиться, не успевать, бежать. Вот все будет падать из рук, все как у меня. Хорошие новости могут быть, шарики. Да, дорога будет, поездка, машина. Причем она какая-то, знаете, вот такое ощущение, что вы будете ехать быстро. Нужно будет быстрее доехать. Ну, вообще лучше, конечно, никогда не спешить. Ожидание. Ожидание дороги или ожидание в дороге. Может быть, вы долго будете кого-то или чего-то ждать, а потом вам придется нагонять это время. Может быть, пробка какая-то. Успех. У вас, видите, проблема со временем. И корабль выпал, когда вы долго стоите, ждете на якоре. И будильник, когда наоборот спешите. То есть со временем будет беда в этот день. Угу. И здесь нет. Значит, получается, у вас может быть застолье, исполнение желания, хорошие новости, успехи в делах, дорога. Смотрите, какие классные события. Одно лучше другого. Но проблема будет со временем. Вы будете то долго ждать, то сильно спешить. Поэтому попробуйте как-то вы для себя как-то так правильно распределить время на понедельник. Давайте себе больше запасов времени. Может быть, лучше дольше ждать, чем спешить. Я думаю, вот так. Благодарю за внимание, стрельцы. Я перехожу к козерожкам. Козерог. Смотрим. Козерог, 11 марта. Козерожки, понедельник. Надежда. Успех нельзя. Сундук, прибыль. Надежда на получение. Друзья нельзя соединить. Ключик. Опять же, здесь может быть и змея еще. Тут либо змея, либо ключ. Змея – это человек с длинным языком злым, а ключик – это все в ваших руках. Открытые двери возможности. Гости. Чашечка чая.
И здесь нет. Значит, смотрим. 4 события. Первое у вас это была надежда. На что-то будете надеяться в этот день. Ключ показывает, что в принципе перед вами открыты все двери. Если вы чего-то хотите, на что-то надеетесь, вы это можете получить. Ну, только надо действовать. Могут быть гости и может быть у вас доход в этот день, еще финансовое поступление. Так что смотрите. Все события хорошие. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Водолей, 11 марта. Водолей, события дня. Так, смотрим Водолей. Что вам приготовил понедельник? Свидание. Тайное свидание. Тайная встреча. Месяц показывает, что будет событие в месяце, ну, которое повторяется постоянно с вами. Победа, флаг. Может быть какой-то результат. Деловая встреча. Так. Угу. Здесь не вижу. Значит, получается, смотрите, у вас может быть приятная встреча, причем она может быть тайной. Допустим, вы о ней никому не скажете и пойдете. У вас может быть успех, победа в делах. Деловая встреча. Видите, встреча, которая принесет победу. И также может быть еще событие, которое постоянно повторяется. Там каждый месяц, каждые 20 дней, каждый там, триместр, каждый квартал. Имеет цикличность. Вот такая информация для вас. В принципе, ничего плохого. Ну, кроме, да, вот, конечно, тайные встречи, это не всегда хорошо. Потому что любые тайны рано или поздно становятся явью. Так что лучше никогда ничего не скрывать, не обманывать. Благодарю за внимание, Водолей. Я перехожу к рыбкам. Смотрим рыбки. 11 марта. Покажите мне рыбки. 11 марта. События дня. Что у них будет в понедельник? У вас может быть деловая встреча. Цыпленок. Семейная жизнь. Ну, это общение с семьей, с детками, если есть внуки. У вас как-то сдвигаются события на одну карту. Угу. Так, теперь смотрим здесь.
Может быть еще ссора. Метла. Ссора. И смотрите, еще выпадает будильник. Будильник показывает, что какая-то проблема со временем. Может быть, кстати, из этого может быть и ссора. Колокольчик. Пустые разговоры. С семьей, с детьми. Болтовня. Здесь нет и здесь нет. Получается, у вас деловая встреча. Возможно, она назначена на определенное время даже. Дальше общение с семьей, с детьми, пустые разговоры и небольшая ссора. Но метла еще иногда показывает уборку, поэтому тут не всегда это ссора. Хотя вот рядом с часами, если выпадает, то может быть, конечно, какое-то возмущение по поводу того, что либо вы опоздали, либо наоборот к вам опоздали на встречу. Вот как-то так может быть. Вот такая информация для вас, рыбки, на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.